Салам достор, азыр биз Шереметьево аэропортундабыз. Ал эми бүгүн запреттен чыккан дагы бир биздин мекендешибизди кыргыз жаранын тосуп алдык. Бул байкенин окуясын жол боюнча сиздерге чагылдырып айтып бермекчибиз. Кудайга шүгүр, мен келип алдым, эсин аман түштүм. Рахмат силерге. Биздин юридикалык жардам борбору бизге кайрылган мекендештерибизди запреттен чыгаргандан кийин Россия жергесине киргенде Батыр байкедей кылып, мынакей бул биздин биринчи тосуп алган мекендешибиз. Эми биз офиске барып, юрист менен Арылтан Чоянов бул кишинин ишин алып барган. Юрист менен жолугуп, мындан ары Россия жергесинде кантип запретке түшпөй дагы выдворение албай легалдуу жүрсө болот экендигин консультация алат. Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз болот. Качан бизге кайрылдыңыз? Кайсы жактан көрүп кайрылдыңыз? Кандай көйгөй боюнча кайрылдыңыз? Менин атым Батыр, Ош шаарынын тургуну болом. Мен былтыр апрель-май айларында ушул Сахаровага барганда эме болгон экен. Роспотребнадзор эме депортация алган экен. Анан ушуларга сиздерге YouTube аркылуу сиздердин адресиңиздерди көрүп калып, анан ошо байланышкан болчумун. Ошол азыр Кудайга шүгүр, мына Россия жергесине кирип келдим. Жолдо эч кандай мындай проблема болгон жок. Негизи башында сизге запрет кандай коюлуп калды? Каяктан билип калдыңыз запрет экенин? Россияга кирип чек-арадан кайра кайтып кеттим. Ошол Оренбургтан кайтарды мени. Сен ушундай Роспотребнадзордон запрет коюптур деп. Анан ошондон билгем. Ага чейин сиз Оренбургда демек жашагансыз да, Москвада эмес, э? Жок, мен Москвада жашагам. Москвада. Сахарадан барып өттүңүз беле? Сахаровдон өткөнүмдө экинчи жолу кайтарып чакырганда мен барган эмесмин, Кыргызстанга кетип калган болчумун. Экинчи жолу Ленинский проспектке жиберген, э? Аны жок, мени Сахаровага өзүнө чакыргашканда мен Кыргызстанга кеткен болчумун да. Барбай эле повторный эмесине, анализине барбай эле мен Кыргызстанга кеткен. Демек, мекендештер өзүңүздөр көргөндөй эле, сиздер Сахаровадан медосвидетельствованияны, медосмотрду өткөндөн кийин кошумча леченияга же кошумча обследование жөнөтө турган болсо, сөзсүз түрдө өтүңүздөр. Бул байкенин обследованиясы жөнүндө иши боюнча информацияны Роспотребнадзорго жиберип коюшат. Ал эми Роспотребнадзор бессрочный запрет коюп коет. Ошондуктан эгерде запрет албайын десеңиздер, кошумча обследованияны сөзсүз түрдө өтүңүздөр. Ошол розовый, синий, белый бланкты алмайынча Ленинский проспектке жиберсе, Ленинский проспект, кайра Сахарова жиберсе, Сахарова барып, сөзсүз түрдө иштин аягына чейин чыгыңыздар. Сиз аэропорттон өтүп атканда эч кандай көйгөйлөр болгон жокпу? Дополнительно текшерүүлөргө алып кирген? Ичинде кирдим, Кудайга шүгүр. Мен 2019-жылдан бери келип кетип иштеп жүргөм. 2022-жылдар мына күчүнө киргенде Сахарова барып эме өтүш керек экен. Күчүнө киргенде анан биз барганбыз. Мен Кыргызстандан келип, эми 1-2 айдан кийин баргам. Эми силер менен могу иштешкенден бери Кудайга шүгүр жакшы өттүм. Бат эле болгондой болду мага. Негизи 1,5 айда. Мындай негизи ишениш керек болчу экен. Мен 1 айда ишенбей жүрдүм чындыгында. 1 айда видеону көрүп коюп, анан келинчегим жөнөтүп сиздерге. Анан келинчегим келип, жок, буларга ишенсе болот экен, офиси мындай жакшы экен, адамдардын эмесин, аброюн карап туруп деле мындай адам жүзүнөн билинет го, ошондой ишенсе болот, тапшыра берейин деп. Анан ошол биз январдын аягында тапшырдык. Февралдын аягында эмебиз чыкты. Решениябыз чыкты. Негизи сиздер юрист менен договор түзүп, документтерди тапшыргандан кийин, андан кийин дагы сиздер 1-1,5 ай пограничная служба базасы обновление болгонго чейин күтүш керек болот. Ошондо 2 айда, 2,5 айда сиздер уже Россияга кирип каласыздар буюрса.
Здравствуйте. Ролдан зовут, поздравляю с приездом. Здравствуйте. Всем привет, друзья! Рад приветствовать нашего дорогого друга, который доверился нам, обратился с проблемой о невозможности въезда в Российскую Федерацию по причине бессрочного запрета от Роспотребнадзора. Проходил медицинское освидетельствование, было выявлено инфекционное заболевание, якобы был туберкулез. На Ленинский проспект не поехали, да? Да, В больницу, дополнительное обследование не прошел и уехал на родину в Кыргызстан. После чего уже пробыли там достаточно сколько времени? Там Полгода? 6-7 месяцев я пробовал. Да, 7 месяцев пробыли в Кыргызстане и попытались въехать в Россию, а уже стоял такой запрет. Долго решали, сдавали анализы все необходимые, согласовали позицию. Слава богу, у него не подтвердилось наличие такого заболевания, как туберкулез, потому что это действительно опасное заболевание. Не подтвердилось, прислал все необходимые документы, доказали о том, что действительно такого заболевания у него отсутствует. И Роспотребнадзор России сейчас приостановил решение еще в марте. Ждали, пока обновится база. Сегодня его встретили в аэропорту. Благополучно добрался. Были ли какие-либо там вопросы на пограничной службе? Нет, не было. Только спрашивали, чем будешь заниматься, и все. Ага, больше более никаких. Потому что база ЦБДУИК, она уже обновилась, и там сведений каких-либо о том, что у вас имеется такой запрет, нет. Что касается дальнейшего пребывания, мы встречаемся с каждым клиентом, который въезжает на территорию России, и проводим первичную такую консультацию для того, чтобы вы знали свои обязанности, которые необходимо выполнять на территории России, чтобы в дальнейшем у вас не было других проблем, не только связанных с Роспотребнадзором. Вы как иностранный гражданин, в течение 30 дней вы приехали в миграционной карте, что указали? Цель въезда — работа? Да, цель. Да, если цель въезда — работу указали, у вас есть всего там несколько обязанностей, которые нужно будет выполнить. В первую очередь вы должны встать в течение 30 дней на миграционный учет. То есть сделать регистрацию по месту пребывания. Вторая ваша обязанность, у вас зеленая карточка уже есть, правильно? Проходили дактилоскопию, фотографирование. Дошла карточка с Сахарова. Сахарова зеленая карточка есть у вас? Нету. Нет. Тогда обязательно нужно пройти эту процедуру фотографирования и дактилоскопии. Вам выдадут зеленую карточку. Это все в ММЦ Сахарова. Сначала вы делаете регистрацию, делаете перевод своего паспорта и едете в миграционный центр Сахарова. Там сдаете, там вас сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. По результатам через неделю, где-то 7-10 дней, вам выдадут зеленую карточку. Это документ, подтверждающий прохождение данной процедуры. Более того, вам необходимо будет пройти медицинское освидетельствование. Это тоже все в один день делается. Сдадите анализы, все нормально будет, вам выдадут розовый, синий, белый бланки, медицинское заключение. Обязательно в порядке нужно это сделать. Если вдруг направят на дополнительное обследование в больницу на Ленинский проспект, не надо ничего бояться, нужно ехать туда и проходить медицинское обследование. Там вам выдадут справку о том, что либо есть какой-то там необходимый курс лечения, либо нет в этом необходимости, и направят вас обратно в Сахарова, вам выдадут уже эти бланки, розовый, синий, белый бланк. Все это, что касается тех первичных обязанностей. Для того, чтобы в России находиться вам свыше 90 дней, вы должны стать трудовым мигрантом. То есть официально заключить трудовой договор. Казахстан, он входит в договор Евразийского экономического союза. И статьей 97 данного договора урегулируем порядок нахождения иностранных граждан в России, которые прибыли с целью работы. У вас срок пребывания продлевается на основании трудового договора, а не регистрации. То есть трудовой договор, он важнее в этом плане, чем регистрация. Но тем не менее регистрацию тоже очень важно иметь, чтобы она всегда была в базе. И сейчас по новым правилам во всех регионах Российской Федерации это соблюдается, кроме 4, но все равно мы говорим о том, что необходимо ставить эту печать. Трудовой договор заключите, по месту регистрации поедете в отдел по вопросам миграции вместе с трудовым договором и копию уведомления о заключении трудового договора и напишите заявление о том, что
хотите продлить себе срок пребывания на основании трудового договора, они вам на год поставят печать. На обратной стороне миграционной карты будет стоять печать о том, что вам продлен срок пребывания до такого-такого там числа. Вот вы въехали сегодня, 5 мая 2024 года, и у вас будет продлен срок пребывания временного до 5 мая 2025 года на основании этого. Вот в таком порядке всего лишь получается не так много обязанностей. Фотографирование дактилоскопия делается один раз в 10 лет, зеленую карточку получаете, а медицинское свидетельствование один раз в год. Это для вашей же безопасности, так называемая диспансеризация, она и в советское время была. Сейчас, и в России все сотрудники правоохранительных органов раз в год проходят эту диспансеризацию. Это нужно делать. Что касается, как получите вот эти розовые, синие, белые бланки, приедете непосредственно к нам, мы подготовим уже заявление об отмене решения о нежелательности пребывания. И уже в течение, по приказу Роспотребнадзора, они 14 дней, в течение 14 дней обязаны рассмотреть данное заявление и принять соответствующее решение. Потом поступит нам, мы вам выдадим все эти документы, и у вас все будет хорошо. В любом случае, какие-то вопросы есть непонятные, как урегулировать те или иные, как выполнить правильно те или иные обязанности. Вы всегда имеете возможность связаться с нами, мы вам подскажем, как правильно это сделать. Не надо стесняться, потому что всего лишь один раз эту процедуру вместе с нами пройдете, как правильно делать, и вы уже будете научены, и будете это своим родственникам говорить, как правильно нужно это делать. Тем самым мы будем повышать уровень правовой культуры у иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана. И будет меньше вот этих вот фактов выдворения, принятия решения о неразрешении въезда и нежелательности пребывания. Уже таким вот опытом вы будете обладать таким колоссальным опытом в этом, как правильно находиться, законно пребывать на территории России. Вам хотел бы выразить слова благодарности за то, что доверили свое дело нам. Мы вас не подвели, выполнили работу быстро, качественно и все равно продолжаем сотрудничество. Но за это мы, конечно, за то, что и выбрали именно нас, мы очень рады этому. И также, как вы видим эти радостные лица людей, для нас это тоже является некой такой отрадой. Вот вам вручаю еще решение о приостановлении. Через буквально как пройдет эта процедура, уже будет решение об окончательной отмене. Хорошо, спасибо вам. Демек, мекендештер, запретке түшпөйүн десеңиз, эч нерседен коркпой, ошол Сахаровдон айткандарын жасап, Ленинский проспектке жиберсе барып, айткандардын баарын жасап, результаттарды алышыңыздар керек. Жана ошондой эле бекер юридическая консультация алып, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды мындайча айтканда коргосоңуздар болот.